Бисмиллахи рахмани рахим, альхамдулиллахи вассалату вассаламу аля расулиллах. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Дорогие мусульмане, не расслабляться после Рамадана. Сегодняшняя наша тема о том, что истинному мусульманину не к лицу не соблюдать в один месяц и соблюдать лишь в одном месяце, остальные оставляя. Мусульманин, он использует все свое время, каждую секунду поклонения Аллаху. Не упускает ни один шанс и ни одну минуту, кроме как он всегда помнит Всевышнего, всегда восхваляет Его, возвеличивает и соблюдает всесторонними и всевозможными ритуалами соблюдения в исламе. Рамадан, никто не спорит, величайший месяц. Это месяц, в котором человек воспитывает в себе очень много хороших качеств, такие как отказ от еды, от пищи, от многого харама, от всего, что он может, ограждает себя от мирского. Но мусульманин, он должен продолжать и остальные месяцы в том же духе, и в том же настроении, и в том же ключе. Сейчас месяц Шавваль. Посланник Аллаха, алейхиссалату вассалам, дал нам знать, сказав такие прекрасные слова. «Ман сама Рамадана». Человек, который соблюдал месяц Рамадан, как подобает, постился. «Фумма атба'аху ситтан мин Шавваль». После этого продолжил 6 постами из месяца Шавваль. «Кана касауми дахар». То этот человек как будто постился целый год. Имеется в виду вознаграждение этому человеку, как будто он постился год за эти 6 дней. Но при условии, что он постился Рамадан, после этого продолжил. Эти 6 дней прибавляет ему еще вознаграждение, как будто он постился целый год. Помимо этого, сегодня то, что мы приобрели в Рамадан, конечно же, не стоит, и не то, что не стоит. Человек обязан сохранить свои прекрасные качества в другие месяцы тоже, как, например, отказ от чревоугодия, отказ от того, чтобы насыщать свое тело, свой нафс, свое эго какими-либо другими путями, как, например, любить восхваление, любить, что его люди, например, уважают, любят, почитают, или там другие какие-либо качества, которые воспитывают в нем негативные качества, как, например, что его эго, оно радуется и стремится к другим мирским каким-либо удовольствиям. Поэтому сегодняшняя наша тема также о том, чтобы человек после Рамадана также продолжал поститься при возможности. По крайней мере, он должен поститься, как сунну посланника Аллаха, алейхиссалату вассалам, понедельник, четверг. Или же через день, как сунна пророка Дауда, алейхиссалам, один день постится, другой день он открывает пост, то есть кушает. Чревоугодие – отвратительное качество в исламе. Оно приводит к очень плохим последствиям. Рамадан нас учит противоположному этому. Это поститься и мало кушать, и соблюдение у человека будет больше. Посланник Аллаха, алейхиссалату вассалам, сказал такие прекрасные слова. Он сказал: «Воистину, каждый Ибн Адам, то есть каждый Ибн Адам не наполняет какой-либо сосуд хуже, чем свой желудок». Имеется в виду, мы наполняем много сосудов, и посланник Аллаха дает знать, что худший из этих сосудов – это желудок. И он сказал, что «Вахасбу либни Адам», что и будет достаточным для Ибн Адама, для человека, лукаймат, несколько кусочков еды. Имеется в виду, если он хочет выпрямить свою спину. Так и сказал посланник Аллаха, лиюхима сульбаху, чтобы он выпрямил свою спину и чтобы он имел хоть какую-то энергию в теле. Ваин кана ля махаля, а если он не в состоянии продержаться и хочет еще, то есть 3-4 кусочка не хватает, он хочет еще, то пусть разделит на 3 части свой желудок. Thuluthun ли туамихи, одну часть для еды, ва thuluthun ли шарабихи, одну часть для питья, ва thuluthun ли нафасихи, и треть для дыхания, чтобы он мог дышать.
Будьте внимательны, то есть не имеется в виду, что разделить желудок на 3 части, это сунна пророка, пророк так делал, алейхиссалату вассалам. Нет, тут имеется в виду, это совет пророка, если ты не можешь следовать тому, что делал пророк сам. Пророк кушал очень мало. Когда кушал ровно столько, сколько необходимо, и когда казалось бы, что человеку еще, он может еще сверху покушать, лучше остановиться. То посланник Аллаха, алейхиссалату вассалам, кушал только дозволенное, полезное и ровно столько, сколько необходимо. Поэтому у пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалам, было наипрекраснейшее сердце, у него не было жесткости, он был мягким, потому что он не позволял наполняться своему желудку. Пророк Иса, алейхиссалам, сказал такие прекрасные слова. «Аль-кальбу иза салаха», если сердце здоровое у человека, «кафаху калилун мин аль-хикма», достаточно ему хоть немного мудрых высказываний. То есть мудрость, если человек услышал какую-то мудрость, сердце, если чистое, здоровое, принимает сразу и следует этому. وَإِنْ كَانَ الْجَسَدُ صَلَحْ, а если же тело здоровое, кафаху калилун мин ат-туам, такому человеку достаточно немного еды, если это тело для него здоровое. То есть имеется в виду, если ты хочешь проверить свое тело здоровое или нет, посмотри, тебе достаточно чуть-чуть еды или нет. И если ты хочешь проверить твое сердце здоровое или нет, посмотри, принимаешь ли ты мудрые советы и разумные вещи. Если принимаешь, твое сердце здоровое. Если чуть-чуть покушал, хватает, твое тело здоровое. А если ты кушаешь, не насыщаешься, и тело у тебя не останавливается, просит еще, твое тело нездоровое. Значит, ты болен, нужно лечиться. Аиша, радийаллаху анха, сказала такие прекрасные слова. «Аулю бид'атин», самое первое бид'а, то есть плохое новшество, будьте внимательны. Новшество делится на 2 вида. Она говорит, одно из самых плохих, и она говорит, первое новшество, которое было введено ба'да Расулиллахи, саллаллаху алейхи вассалям, после посланника Аллаха, аш-шиб'а, это насыщение. То есть забивать свой желудок, кушать до насыщения полного. Отсюда следует, что посланник Аллаха, алейхиссалату вассалам, он мало кушал, и его сподвижники, а после них уже насыщение идет, это уже является чем? Это является плохим бид'а, плохим новшеством. Лукман аль-Хаким, один из величайших аулия, некоторые сказали, что он пророк, радийаллаху анху, упомянутый в Коране, сказал такие слова своему сыну. «О мой сынок», он сказал, «будь внимателен, насыщение желудка приводит к очень плохим последствиям». Он сказал, если имтала'ат аль-ма'ида, желудок наполнил, что происходит? Намат аль-хикма, засыпает твоя мудрость, ва харасат аль-фикра, становится немым твое мышление, то есть ты ничего не можешь уже сказать, твое хикма молчит и спит твое размышление. И он потом говорит, وَقَعْدَتَ الْأَعْضَاءُ مِنَ الْعِبَادَةِ, после этого твои органы перестают действовать в соблюдении, то есть становятся ленивыми. Ты уже становишься очень вялым и уставшим, и уже становишься не тем, как можно активно соблюдать свою прекрасную религию. Также посланник Аллаха, алейхиссалату вассалам, говорил о нашем времени и говорил, что придет такое страшное время, что якуну риджалун мин уммати, из моей уммы будут некоторые мужчины, которые якулуна альвана туам, кушают разнообразную еду. То есть они не могут, кроме как кушать разную еду, не переносят. Если он утром покушал одну, днем хочет другую, вечером совсем противоположную этим. И он не может, кроме как так. Уяльбасуна альвана thiяб, и они одевают разную одежду. Сегодня одну, завтра другую, и не может, кроме как так. Уяшрабуна альвана шараб, и он пьет разнообразные напитки, не может, кроме как разнообразить. Такой человек к чему приводит? Уятакалламуна وَيَتَشَدَّقُونَ فِي الْكَلَامِ, и они говорят очень много, углубляются в пустословии, какие-то ненужные разговоры. И пророк, алейхиссалату вассалам, сказал, وَهُلَائِكَ, эти люди, они широру уммати, наихудшие люди моей умми. Смотрите, будьте внимательны, даже если это еда халяльная, даже если это питье дозволенное, но если он не насыщается, кроме как многими и разнообразием, пророк назвал его наихудшим моей умми,
алейхиссалату вассалам. Отсюда следует, что мало кушать, мало пить и быть довольным тем, что у тебя есть, это наипрекраснейшая сунна пророка, алейхиссалату вассалам. Хасан аль-Басри в свое время был из самых больших аулия, и он был главой аулия своего времени. У него спросили, как ты достиг этой степени? Знаете, что он ответил? Он сказал, бильджу, голоданием. Просто коротко и ясно. Голоданием он заставлял себя мало кушать. То есть секрет в этом. Человек, который имеет знание соблюдения, если он хочет какую-то высокую степень и хочет развиваться, пусть он голодает. И лучше это делать путем поста. То есть вознаграждение, пост, мало кушать. И даже когда открывает пост, то же самое он делает это наименьшим способом. Дорогие мусульмане, советов на после Рамадан очень много. Самый важный – это знание, соблюдение. Наш путь, как сказал один из ученых, Ахмад Рифа аль-Кабир, рахимахуллах, один из тех, который вел тарика, как Абдул-Кадир Джилани, рахимахуллах, и другие великие ученые, он сказал, тарикуна аль-ильму валь-амаль. Наш путь – это знание, соблюдение. Знание, соблюдение. Кроме этого нету спасения. Я советую себе и вам не расслабляться. Как в Рамадан, естественно, так и после Рамадана. Так как Рамадан закончился, но мы живем, мы живы, и пока мы еще существуем в этом мире, давайте настроим себя на знание, соблюдение и будем идти вперед и быть полезными, советую, для умы пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалам, и для народа, из которого мы выходим. Акулю хаза ва астагфируллах ли ва лакум.